Ну, надоело. Каждый год одно и то же. Когда визитку пишут историки, зовут меня. Клио туда, Клио сюда. В прошлом году я им помогала. Да малек перестаралась. У кого-то аж штаны свалились. В этом году решила не помогать. В принципе, первым историкам муза не нужна. У них есть Медведев. А что получилось у вторых, сейчас посмотрим. Человечество долгие века размышляло о возможности возвращения в те давным-давно прошедшие времена, в которых остались многие таинственные и доселе неразгаданные загадки. Самые светлые умы эпох бились над этой поистине титанической задачей. Однако их усилия не принесли никаких плодов. Создание машины времени казалось уже невозможным, но осенью 2005 года в кабинете географии лицея БГУ в ходе показательного выступления некоего хлопчика Хома была обнаружена самая настоящая машина времени, искусно кем-то замаскированная под шкаф, находчивая и немного опрометчивая. Историки, недолго думая, сиганули в нее, и что было после, вы, пожалуй, увидите и сами. А вот вы знаете, как появилась Рынга? Вначале был бублик. Видимо, мальчики очень любят физкультуру. Как говорят, бублик от бублика недалеко падает. Это было начало. Первое осознанное освоение человеком колеса. Итак, первый солярный знак таинственного Рынга возвестил о восхождении новой эпохи. Прошло время, и наступила эпоха героев Эллады, время Афин и оракулов, предсказаний и подвигов. И именно тогда в человеческих умах зародились первые образы того, что позже станет называться искусством античности, ну или второй темой для реферата полугодий. Деточки мои, мне вельмі шкода, але на сьогоднішній день яшчэ невялікі і зусім не беларускі пісьменнік Володя Краткевич яшчэ не паспеў напісаць свае геніяльныя каласы. Таму нам прыйдзецца ставіць штосьці горшае за тое, што мы планавалі спачатку. Ну, возьмем, напрыклад, тую ж Адысею. Нічога сабе такое, вершаванае, здаецца. Але напісана неяк не па-беларуску. Хто да такога дадумаўся? Ой, дзетачкі мае, а хто ж Адысеем-то будзе? Не, хімера у нас уже ёсць. Няўжо Сяржук, мой даражэнькі? Ну, добра, калі так, добра. А зараз усе на рэпетыцыю. 2000 год не так уже і зашмат для сапраўднага таленту. С тех пор так искусство начало проникать в народные массы, а люди стали учиться доброму и вечному у самых мудрых. Но и с тех пор прошло немало времени, и наступили темные века. Эпоха рыцарей, драконов, инквизиции и утренников у большого костра. Вы думаете, историки не знают, как выглядели инквизиторы? Ничего подобного. Просто вчера они узнали, что взять на прокат рясу стоит $30 в сутки. Ты все еще еретично утверждаешь, что Земля круглая, небо имеет конец, и оно... Нет, тут раз оно не имеет конца, и что оно не синяя тряпочка, и что звезды — это не дырки в этом небе, а куски горячей грязи. Да. И
И ты не отрекаешься от того, что ты написал еретичную отступническую книгу «Физика, 10 класс, не помню кого», в которой утверждается, что молния – это некий электрический разряд, а не божья кара грешникам. Не отрекаюсь. И ты все еще уверен, что при помощи 2 носков, выпотрошенной дыни и бочки из-под яблок можно сделать некий скафандр? Вообще-то я еще не уверен, это только теория, но... Вердикт приговорить фотонного кванта Джоулевича к 3-кратному написанию Республиканской олимпиады по истории и отлучить наказуемого от столовой. Вай, какие лица! А у меня в глазах двоится. Эх, нечего делать. Слушай, Виталиус, а давай сделаем золото. Нет, Вадимус, пожалуй, не надо. Ну, а давай сделаем динамит. Нет, я думаю, что не стоит. Ну давай хоть дыму пустим. Что ты как маленький, мы уже кандидаты наук, а ты все дым, видишь? Однако все имеет конец, и стремительное время принесло с собой новую эпоху, новых людей и новые нравы. Куда пошел? Нельзя тебя больше, Homo erectus. Так вот, смотрим дальше. Скажи, Василич, ведь недаром... Стой! Кто идет? А скажи-ка, дядя, ведь недаром... Недаром, конечно. А вы, гусар, куда идете? Документики у вас имеются? Да и вообще, поручик, кто такой будете? Извольте, историк чина высокого, а не какой-то штабный адъютантишка, альписер мелкий. Но, тише, милок. Вот французы придут, там и будешь греметь, а здесь тихо надо, пары идут. Ты скажи, историк говоришь? А какие у тебя звания, чины имеются? За храбрость давеча отслужил себе под Грюнвальдом, потом за отвагу и доблесть в Ираке. И за заслуги перед Отечеством, когда Берлин брал. Ага, братец, ну ты математик, видно. Так бы и сказал, проходи. Ай, точно, сударь, не проведешь вас. Благодарствую премного. Привет жене и детям. Ой, святой Вараксий. Что за бублик такой прыгает? И как французы чего удумали. Но ничего. Где француз хитер, там русский дал бы нос смекнул. Угу. Да, историки, зажгли. И, наконец, 2005 год. Лицей БГУ. Пока мы готовили нашу визитку, Мы снова прошлись по основным этапам истории человечества и еще раз поняли, Что лучшего места, чем лицей, не было ни в прошлые времена, ни в нынешние. Это уникальное место. Мы постараемся беречь его таким, каким оно досталось нам от наших 11. А быть может, и сделаем его лучше. Как бы там ни было, мы всегда будем... Короче, финалка! То есть конец.